Это лето 2010 года останется в памяти мыслями о развитии. Главной причиной для этого был, наверное, экономический кризис мира. Но о развитии думали и говорили под разным ракурсом. На улице, знакомые, в прессе, по радио, телевидению. Очень разные взгляды и рассуждения были слышны. Чаще всего пришлось слушать заключение, что будущее неизвестное. Из многих таких разговоров сейчас мне вспоминается сказанное одним музыкантом фольклорного склада в Эстонии, братья Йохансоны, известные музыканты. Один из братьев Йоханссон говорил примерно такое, что уже давно в школе он понял, что мир сейчас развивается очень сложно и трудно поднять течение развития, трудно определиться, трудно выбрать путь. И насколько трудно понять, что делать стоит действительно. Он не начал ничего серьезного делать, стал просто заниматься музыкой, в хорошей компании музицировать и ждать в такой веселой обстановке решения, что будет. Одна группа людей из Екатеринбурга и эстонского города Тарту проводили серию собраний мыслетолочного толка, где обсуждались вопросы развития. Начали они под общим заглавием «Развитие», потом обсуждали под заглавием «Сказка о будущем», затем «Школа сказочника», и в конце лета нашли определение «трансцендентальный театр». Обращение к искусствам для нахождения ответов для сложных запутанных проблем, конечно, не новый. Не вспомнились стихи Боротынского на эту тему, которых читал давно. В моей памяти осталась его идея, чтоб новая мысль появляется в начале в поэзии, как нежный намек, потом распространяется в романах, и, наконец, берут за дело инженеры и хозяйственники. Я разыскал снова эти стихи и нашел, что в самом деле поэт использовал образ архетипов женщины на разных этапах жизни. Сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта, как дева юная темна для невнимательного света. Потом, осмелившись, она уже увертливо, речисто, со всех сторон своих видна, как искушенная жена в свободной прозе романиста. Болтунья старая затем, она, подъемля крик нахальный, плодит в полемике журнальной давно уж ведомое всем.
Вот сейчас я дошел до главного, на чем хотел остановиться. Это очень образный, умный текст профессора Зубова. Этот текст выставили коллеги из Урала на своем сайте. Текст Андрея Зубова впечатлил меня как очень наглядный образ, как будто на ладони можно смотреть 5 веков истории России, российский процесс развития с значительными поворотами этого процесса. Это двухмерная картина. Для начала больше размерностей и не надо. Одна размерность время, начиная с 15 века, и во-вторых, этика, от христианской этики до готендотской этики. Христианская этика нам, наверное, знакома. Готендотской этикой называет Зубов противоположность и объясняет такой пословицей: если у меня воруют корову, то плохо. Если я ворую коров, то хорошо. Берем, например, Британию и Германию. Нам хорошо известны тяжелые, циничные готендотские периоды у этих народов. Зубов говорит, что в русской жизни стремление к христианской и готендотской этике переменялись трижды за последние 500 с лишним лет. Зубов согласен с академиком Юрием Пивоваровым, что началось это изгнанием митрополита Исидора. Затем скоро русская церковь и общество отделили себя от остальной Европы, и началось построение государства особо тираническим образом, особо сильно угнетая людей. Такое было время царствования Ивана III, Василия III и Ивана Грозного. После смуты при Романовых было возвращение к общечеловеческим принципам. При Петре I был второй отход от человечности. Петр скажет нет на принципы народной монархии Романовых, нет на рыночное хозяйство, нет на свободу личности. Он выбирает путь строительства империи, путь славы России, то есть путь славы его собственной. Признаюсь, Екатерину я поставил на рисунок в лучшее положение, чем Зубов объясняет. Сейчас исправлю согласно Зубову. Период Старой России от Александра I до 17 года российская власть и русское общество пытались исправить ошибки 17 столетия, но нагрянул 1917 год, третий отход от человечности. Последнее исправление, в чем россияне сейчас живут, началось где-то более 40 лет назад. Этот чертеж, конечно, очень схематичный. Такую картину хорошо бы скорректировать знающему историю человеку или каждому по его собственным интересам. На фоне такой схемы можно размышлять о различных аспектах развития России, а также об аспектах развития ближних к России стран и стран всего мира. Как дополнение к этому
тексту Зубова добавим сейчас, что так просто векторами этики и именами царей и императоров можно рисовать историю до второй половины XIX века. Дальше идет уже демократическое многоклассие, глобализация разная, сумасшедшие войны, фантастическая техника и технология. Мир кувыркается за жизнь каждого поколения раз или дважды. В этом новом качестве хорошо пишет Сергей Попов «Становление катастрофического типа мышления». К совершению этого короткого рассказа добавлю благодарность мою к коллегам из Екатеринбурга, из навигации, за то, что указали эти значимые тексты Зубова и Попова, и заодно дали мне возможность упражняться русским языком и рисованием.